Я хотел бы закрануть питання референдуму і громадсько-політичної ситуації на Білорусі і політики Народного фронту. Основний упор я зроблю на події у Верховному Совєті, які найбільш відомі нашій громадськості. Але побіжно, коротко, спинюся на тих аспектах політики, якими ми вже знайомі і не раз обмірковували на соймах. Це на аспектах той політики, яка розвивалася під стягом референдуму. А вона почала розвиватися з весни цього року. Уже у красовику, коли були зібрані підписи, ця політика визначилася. І опозицією Народного фронту в Верховному Совєті було зроблено все, как питання по референдуму трапило на ту сесію, ще весенню, 9. На жаль, відбулося так, що виступив один представник опозиції Народного фронту на сесії і видав плани опозиції. У народі це називається здрада. Тут же сесія була розпущена на погодові канікули. Потому что оппозиция пропоновала зробити перепинок у сесії, і сесія погодилася уже. І от в этот час були попереджені депутати. Таким чином, ви були свідками цих погодових канікул і були свідками, як розвивалася політика. Як Совет Міністрів взяв політичну ініціативу у свої руки, як літом 92-го року раптом появилася з небыття старая брежневсько-сусловська доктрина двохмов'я, як раптом почали некие сили виступати за державність русской мови, як раптом появилися псевдосоціологічні дослідження неких компрадорських бізнесменів об відносинах білоруського народу до білоруської мови, як почали реанімуватися думки об отражении Советского Союза и так далее. И кульминацией этой политики лета было заключение погоднения с Москвой об стратегических узброенных силах на Беларуси, где УРАД резко повернулся у бок России и засвідчив свою подпорядкованность ее политики. Это были только тенденции. І ось ці тенденції канчатково викрилися на 10-й сесії Верховного Совета, яка повинна була вирішити питання з датою референдуму. Опозиція Народного фронту у Верховному Совете розпрацювала кілька варіантів поводження, міркуючи, що могли бути різні варіанти рішення об даті референдуму. Повинен вам сказать, что этот Верховный Совет выбрал самый примитивный, самый безглуздый, самый грубый и самый антизаконный шлях. Але на этот вариант поводження оппозиции были уже спланованы. И это поводження виникали из анализа той ситуації політичної, яка склалася у нашому громадстві до листопада, до кастричника цього року, і з той ситуації, яка склалася у Верховному Совєті. Шановні сябри, зараз ми у Верховному Совєті зауважили принципово нові тенденції. Дві принципово нові тенденції, які визначили наше поводження. Перше – це протяг той політики, яка почала формуватися літом і визначилася як політика антибілоруська, як політика накерована супротив незалежності Білорусі. У Верховному Совєті вона виявилася як достатково спланованою діяльність певних групи депутатів, які утворали раніше групу партгрупу, так звану групу комуністів. Тепер вона називається групою «Білорусь», куди увійшла уся новая комуністична номенклатура, у тим ліку і пенсіонери-ветерани. У чым проявляется эта политика, у чым проявилась в Верховном Совете?
Праявилось імкненне ліквідаваць Рэспубліку Беларусь, її державную символику, ее мову, ее суверенитет, заключить союз с Россией и фактично пойти под ее протекторат, превратить Советский Союз. Притым адчувалася, что ставка этих людей робится на антиельциновскую червоно-коричневую оппозицию Российской Федерации. Это адчувалася за рамками усіх этих дел. Далее это выявилось у нежадании приймать новую Конституцию Республики Беларусь. Фактично был порушен регламент сессии и было спропоновано обмеркование Конституции. По закону повинно было пройти поартикульное читание. А поартикульное читание – это шлях до принятия Конституции. Нам же ізноў прапанавалі бясплодную дыскусію, якая не прадугледжвае ніякіх вынікаў. И у этой бесплодной дискуссии для принятия Конституции было выявлено шерах положений, накированных супраць незалежности Беларуси. Выявилось, что номенклатура увогуле не зацікавлена приймать любую Конституцию Республики Беларусь. Потому что принятие любой Конституции Республики Беларусь – это конституционное свержение існування новой державы. Теперь же конституційно у нас існує еще Белорусская ССР. Старая Конституция, и этой Конституцией мы вынуждены кироваться. Так вот, эта группа депутатов зауважила, что невыгодно им принимать любую Конституцию. Тому был пропоновали такий шлях обмеркования. И тому она была провалена, и будет провалена еще раз, и еще, покуль будет этот Верховный Совет. Тому та політична заява, яку вони прийняли об виборах у 1994 году, это профанация. Никаких выборов не будет, потому что Конституция принята не будет. 1,5 года это достатковый час, чтобы разрабовать державу до решты. У протягу обмеркования этой Конституции были выставлены такие положения, как імкнення дискредитовать нашу державу, навязавши ей шерах референдумов, на яких пропонували поставить шерах неприймальних для референдуму позицій. Ну, наприклад, об державно-політичному ладі, об державной моде, что на воду законе написано, такие питания не выносятся на референдум, об национальных символах, об принятии Конституции. Уявите себе, что на международное голосование будет поставлена Конституция, и не дай Бог, это будет принято, то змены поправки в другую Конституцию может внести только референдум. Это абсурд. Тем не менее, этот абсурд пропоновывался. И когда он был поставлен, скажем, на голосование, то, напевно, набрал бы шмат голосов. Только сомневаюсь, эти 2/3. Далее, это выявилось у спробах реализовать законы и отменить демократичное положение в ради принятых законодательных актов. Деяния оппозиции за эти 2,5 года принесли шмат плён. Это и закон о громадянстве, это и декларация о незалежности, это и іншие законы, где увайшло шмат демократичных положений. И вот теперь вырашено это демократичное положение снять, реализовать, провести ревизию ранейшего законодательства. И первым нападком был подвергнут закон о громадянстве. Далее, у этой же сувязі, это затвердження у порядку дня сессии абсурдного питання об реанімації КПБ КПСС. Это так само с шероху плану реализовать ранейшие законы и ранейшие постановы Верховного Совета. Далее это выявилось у открытых и провокаційних зневагах на сессии Державного национального стяга Беларуси. Многие из вас это чули по трансляции. И нарешті, що вельми істотне, і об чим ви не ведаєте, тому що це відбувалося на закритих засіданнях, це потребування відмови від нейтралітету Білорусі і заключення воєнного союзу з Росією. Це виявилося так само у нежаданні этой группы депутатов былой партноменклатуры ратификовать договор об звичайних узброєннях у Європі.
Беларусь засталася адзінай краінай, якая гэты договор не ратыфікавала, таму што былі на канікулах, баяліся рэферэндуму. І вось эта група выступила с критикой, с нападками, с потребованием не ратификовать этот договор, потому что судовно разумели, что когда бы этот договор был бы не ратификован, Беларусь опынулась у политичной и экономичной изоляции. Молодая держава и отдельно не ратификует такой договор. Это компрометация державы, компрометация республики, и натурально опынувшись в такой изоляции, наша держава опынулась вот перед такой пащей российского империализма. И ничего не засталось, как в эту пащу поисти. Аргументы были слабые. Полопали агрессивным блоком НАТО, який взмацняется, и так далее. И на закрытом посідженні якраз великая заслуга депутата оппозиции Народного фронту, які просто володали большими аргументами и лепшим зробом, ну и тих депутатів, які не згубили здоровий сенс. Таким чином, договор був ратифікований. Потім, гэта ж саме питання возникло на меркаванні воєнної доктрини Білорусі, де уже нападкам подвергнуто был наш нейтралитет. И в первом выпадку. Какую альтернативу нейтралитета пропонуют? Пропонуют заключить военный союз с Россией. Заключение военного союза с Россией будет обозначать конец незалежности Беларуси, это вы безусловно разумеете, и конец миру на Беларуси. Гэтыя планы двойчы провалились. Не было достатково аргументов и супраць нейтралитету, и за военный союз. Таким чином, мы бачим, что и в Верховном Совете, и в громадстве появилась новая тенденция в политике. Притом тенденция достатково организованная, спланованная и продуманная. Ранее мы не бачили такого в Верховном Совете, когда большая часть Верховного Совета дейничают как самогубцы, выступая супротив своей властной державы, супротив незалежности, супротив миру. И коли в этой ситуации выйти из Верховного Совета, то здарится так, как было в Италии, когда демократы вышли из фашистского парламента, и до влады пришел фашизм. И тыя паседжання, якія былі, і тая перамога, якая была досягнута, показала необходимость там оппозиции, необходимость ее присутствия. Когда выйдет оттуда оппозиция, наше население застанется увогуле сляпым и не будет видеть, что там отбывается, что напишут, то и будете читать. Это так само аргумент не выход. С другого боку, становится оппозиция просто двухсенсовным, потому что Верховный Совет, порушивший Конституцию, грубо порушивший закон об референдуме, перестал быть легитимным органом. Фактично, это узурпация улады и утримание ее незаконными сторонами. У такой ситуации все законы, которые будут приниматься после 29 кастрычника, все эти законы не обовязковые. Народ мае право не выполнять эти законы. У такой ситуации по всех классических правилах теории оппозиция повинна выходить из парламента. По той политической ситуации, которая склалась внутри парламента, и которая склалась за межами парламента, выходит немагчыма. Что чакае за стенами парламента? Громадские процессы не на успеме. Вы бачите, что демократичный рух так само не на успеме. Громадство переживает век апатии. И когда демократичная оппозиция выходит из парламента, ее не понесут на руках. И она выходит у апатичное социалистичное осяроддзе. Это будет политичное поражение, это будет подарок номенклатуры, якой будут развязаны руки в парламенте,
і магчымасць ашукваць народ. Вось гэтыя ўсе моманты былі ўзважаны і прынята адпаведнае рашэнне. Нашае грамадства засталося такім, якім оно было 5 і 20 гадоў назад. Гэта грамадства, у якім няма вялікага слою уласнікаў, індывідуальных уласнікаў, якія валодаюць уласнасцю. Няма сярэдняга класа. Гэта атамізаванае грамадства, без патрыархальных структураў. Гэта сацыялістычнае грамадство. У такім грамадстве вельмі добра прышчапляецца люмпінская псіхалогія, сацыялістычныя ідэі, камуністычны ідэал. І не выпадкова, што калі жыццё пагаршаецца, калі павышаюцца цэны, ідзе інфляцыя, вось гэтая псіхалогія пачынае сябе праяўляць. І мы бачым, што яна праяўляецца у некаторай частцы старых людзей.